Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители! За моей спиной находится прекрасный город Грозный. Город воинской славы. Самый быстро развивающийся город не только в России, но и во всей Европе. На самом деле у нашего города, у нашего прекрасного города очень много достижений. Всероссийских, международных. Если о них рассказывать, нам и целой передачи, наверное, не хватит. Но хочется сегодня затронуть следующую тему. Насколько все это сложно. Мы понимаем, строящиеся школы, больницы, заводы. Для всего этого нужны специалисты, для всего этого нужны крупные компании, узконаправленные компании, которые, собственно, и специализируются на том, чтобы все это производить, все это налаживать, строить. И давайте на примере одной больницы мы постараемся вам рассказать, насколько сложна эта работа, насколько много сил требуется для того, чтобы наладить четкую систему, наладить работу. И для этого мы отправляемся с вами в Республиканский онкологический диспансер, где нас уже ждет Усман Супьянович Вагапов, директор. Мы с ним поговорим и, собственно, думаю, будет крайне интересно. Усман Супьянович, ассаламу алейкум, Умар Шауил. Как мы знаем, у нас в республике очень много объектов строится. Это и школы, это и заводы, ну и, естественно, больницы. Но мало кто знает, насколько трудно содержать и обустраивать больницу. Это очень сложный процесс. То есть нужны специальные компании, которые этим занимаются, нужно сотрудничество с ними, да? И насколько вот такая работа ведется, допустим, в этой данной больнице? Да, хороший вопрос. В республике много объектов, особенно здравоохранения, ввозится ежегодно в эксплуатацию. И практически все объекты здравоохранения, они оборудованы и высокотехнологичным оборудованием, и системами, современными системами подачи медицинских газов. И все это, естественно, необходимо согласно регламента производителя обслуживать, проводить техническое обслуживание данных объектов. К сожалению, дефицит кадров в республике ощутим, особенно в части обслуживания систем подачи медицинского газоснабжения. Есть корпорации в России, которые занимаются этим. Но если взять нашу республику, если взять отдельные корпорации, возьмем, к примеру, СОТИС, с которым вы планируете, да, планируете сотрудничество. И у меня первый вопрос, когда вот приступили к сотрудничеству? Это была такая случайная встреча, случайное знакомство в рамках проводимого в нашей республике в июне месяце форума. Это была летняя академия онкологов, где собрались ведущие онкологи со всей страны. И один из стендов был представлен именно компания «Сотис». Познакомились возле этого стенда с Андреем Григорьевым, это директор по развитию. И я обозначил проблему в данном случае нашего лечебного учреждения о необходимости проведения технического аудита систем подачи медицинских газов. На что я даже не ожидал, что будет такая позиция у компании. Оперативно откликнулись и руководство, и Андрей Григорьев. И практически сразу же по окончанию Академии онкологов приехала группа инженеров, которая провела несколько дней на объекте и провела полный аудит технический именно и оценила текущее состояние всей системы всей системы подачи медицинского газоснабжения Республиканского онкологического диспансера. Начало корпорации «Сотис» было положено в далеком 1993 году. Сегодня, спустя 30 лет, корпорация «Сотис» предлагает медучреждениям целый комплекс услуг. Бесплатный технический аудит отдельного здания или целого комплекса ЛПУ. Проектирование, монтаж и обслуживание систем медицинского газоснабжения. Производство и поставку медицинских консолей собственного бренда «Атриум». Новейшую систему палатного оповещения. Системы умного архивного хранения бренда «Ярус», который корпорация «Сотис» также выпускает на своем заводе в городе Тула. Наше производство расположено в городе Тула, расположено там давно.
У нас там размещено производство в первую очередь консолей, тех систем жизнеобеспечения, которые мы производим для больниц, в первую очередь для палат, для отделения реанимации, интенсивной терапии, операционных. Ну, часть оборудования можно представлена здесь у нас на стенах и вот разложены образцы. Часть оборудования находится в Туле на заводе, в выставочном зале. Туда тоже приезжают наши партнеры, заказчики потенциальные, посмотреть, задать какие-то вопросы, понять, какие особенности можем им предложить, с тем, чтобы наиболее полно отразить, что мы можем сделать, как сделать более комфортным, удобным место работы и врача в реанимации, врача в операционной, врача в обычной палате, чтобы остальное оборудование комфортно подключалось, удобно к всем разъемам, там, к розеткам, клапанам, газам, к чему надо подключаться. Но это к вопросу о том, что сделано, да? А вот что предстоит, ну, что входит в задачи данной корпорации, получается, СОТИС? К сожалению, сделано только обследование объекта. Ну, целый ряд работ предстоит сделать, поскольку в ходе именно данного аудита выявлены как раз-таки слабые места всей системы. Система подлежит тщательному техническому обслуживанию, замену некоторых агрегатов, узлов, поскольку все-таки подача медицинских газов – это очень значимая в медицине составляющая. Это и безопасность, прежде всего, пациентов в операционных залах, во время наркоза. Поэтому в ближайшем будущем планируем все-таки заключить контракт на техническое обслуживание именно системы подачи медицинского газоснабжения с компанией «Сотис». Осман Сапиянович, вы сказали, что работа ведется с ними, сотрудничество об этом обговаривается все. И хотелось бы узнать, вот главный офис, он, да, находится в Москве. Насколько оперативно получается решать вопросы, которые возникают в ходе сотрудничества? Да, отсутствие их офиса у нас в городе, конечно, мы ожидали, что это будет затратно в плане времени, однако, к моему удивлению, именно в этой части не составило никаких трудностей. Очень оперативно реагировал и директор по развитию, и сама работа была осуществлена качественно и в короткие сроки. Надеемся, что и техническое обслуживание тоже будет также сделано в качественно установленные сроки. Что касается Москвы, это не Нью-Йорк, 2,5 часа, они в Грозном, в принципе, было бы желание к сотрудничеству, а там возможность есть для этого. Корпорация «Сотис» является членом инновационного научно-технического центра «Аэрокосмическая инновационная долина» по профилю биомедицинских технологий и медицинских изделий. Регулярно участвует в отраслевых выставках и форумах, знакомит регионы со своей деятельностью и продукцией. В июне этого года корпорация выступила в Чеченской Республике на заседании Академии онкологов в Грозном. Спикер корпорации «Сотис» в своем выступлении рассказал о важности технического аудита в медучреждениях. Представьте себе, вот больница, там идут операции, там лежат больные. Но времена ковида нам показали то, что без кислорода пациент просто не выживает. Соответственно, мы как отечественный производитель подачи систем кислорода, вакуума, сжатого воздуха, закиси азота являемся практически лидерами на рынке Российской Федерации. Поэтому мы и освещаем наш доклад в рамках технического аудита, который позволяет проводить, скажем так, инженерные изыскания для того, чтобы понимать, насколько больница хорошо укомплектована для подачи систем медицинского газоснабжения. Вы подчеркнули, что важно, естественно, качество. Куда же без этого? И следующий вопрос. Вот какие именно эти качественные изменения в системе медицинского газоснабжения диспансера рекомендовано именно компании внести здесь? Деталей много. Если сейчас целиком погружаться в детали технического аудита, это будет долго, нудно, но в целом состояние требующего, скажем, без отлагательств проведения технического
обслуживания всей системы. Это где-то это краник, который пропускает, где-то это какая-то прокладка, которая не держит на должном уровне давления, где-то это датчик, который неправильно, где-то это целый узел этой системы, где-то необходимо поменять консоль непосредственно подачи газов. Проблемы разные, и поскольку эксплуатируется данная система практически с 2015 года, назрела такая необходимость, и планируем в будущем году, в начале следующего года в плане финансово-хозяйственной деятельности заложить именно статьи под данное техническое обслуживание, учесть. Медицинские консоли и архивные системы корпорации «Сотис» установлены в медучреждениях по всей стране, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Приморье, Крыму, Ингушетии, Осетии, Чеченской Республике, ДНР и ЛНР. Также в планах компании «Сотис» выйти на международный рынок, а самое главное, есть интерес со стороны многих стран. Запросы из ближайших сопредельных государств поступают запросы с азиатских государств. Мы сейчас обсуждаем вопрос по ряду направлений Ближнего Востока, по продукции, по поставкам. Там, в частности, сирийское направление, идут строительства масштабные достаточно в Дамаске, мы обсуждаем эти вопросы. Так что если будет найден взаимный интерес, компромисс, то, возможно, мы туда тоже войдем. Безусловно, интересует африканское направление, начиная от проектирования и кончая строительством и созданием медицинских кластеров там, от городков до крупных центров. Но эти вопросы все сейчас идут в порядке обсуждения. Ситуация в мире радикально меняется. И, скажем так, влияние России, соответственно, и российское оборудование востребовано становится, больше востребовано, влияние России усиливается, позиции, несмотря на санкции. Я думаю, что это вопрос ближайшего будущего, ближайшей перспективы. Про качество мы уже сказали, но все-таки важно и время, насколько быстро все это происходит, насколько быстро ведутся работы. И в связи с этим тоже вопрос у нас. Этот технический аудит мы провели, да? Насколько это было быстро и качественно? Если само техническое обслуживание будет проводиться так же быстро и качественно, как проведенный технический аудит, то это очень, еще раз, конечно, много повторяюсь, очень оперативно среагировали ребята, очень быстро, качественно провели аудит. То есть оценивать ту или другую работу, навскидку нельзя, все зависит от объема предстоящих работ. Объем немалый, и сколько это займет времени у них, это могут сказать только непосредственно инженеры, технические сотрудники. Однако, по моим наблюдениям, могу сказать, что работа у них выстроена качественно, работают они слаженно и быстро. Хочется от себя тоже отметить то, что это к следующему вопросу. Очень сложно договариваться в больнице, чтобы записать интервью, поскольку времени у докторов у вас тоже его очень мало. Мы понимаем, с чем это связано. И следующий вопрос возникает. Не доставило ли вам неудобств или пациентам, или медперсоналу от проводимой работы компании «Сотис»? Нет, абсолютно. Они работали без создания каких-то неудобств как для пациентов, так и для врачей в нерабочее время. Если кто-то где-то какие-то процессы происходили, перекладывали осмотр именно непосредственно этого участка. Никаких помех не было, лояльные, мобильные. В общем, могу только хорошее сказать. Осман Спянович, спасибо, что ответили на наши вопросы. И хочется в конце спросить, какую оценку вы дали бы, смотря на всю проведенную ими работу? Учитывая, конечно же, что пока еще наше сотрудничество на фазе развития, и только мы начали сотрудничать, пока только
самые благоприятные впечатления оставляет. Надеюсь, и в дальнейшем в ходе нашего сотрудничества укрепит мои впечатления касательно именно их профессионализма, их подхода к работе. И очень надеюсь, что достойно себя проявит в нашем регионе. Корпорация активно развивается. В планах руководства открыть новые офисы в каждом федеральном округе России для максимально оперативной и качественной работы с заказчиками по строительству и обслуживанию систем медицинского газоснабжения. А мы, в свою очередь, желаем им удачи и успехов в их нелегком, но очень нужном деле.